Літва, ойчизна моя, каже польскі класік родам з Наваградку. А што ж ужо казаць пра літоўцаў і беларусаў, для якіх Літва, Великое Литовское княства, з'яўляецца калыскай нашай дзяржаўнасці. Сёння мы размаўляем з дырэктарам Інстытуту Великого княства Літоўскага, доктарам гісторыі з Каўнаскага універсітэту Вітаўта Великого Рустисом Комунтавичусом. Прывітанне, Рустис. Рустис, вы спрычыніліся да арганізацыі кангрэсу беларускіх даследчыкаў у Коўне. І, напэўна, без вашага ўдзелу гэты кангрэс бы і не адбыўся ў свой час. Навошта вам, літоўскаму гісторыку, выкладчыку, дацэнту універсітэта, хоць і зацікаўленаму гісторыі Великого княства, падтрымоўваць беларускіх даследчиков? Почему нам это хорошо? Потому что, когда я, например, читаю белорусский вариант истории Великого княжества Литовского, то первое дело, которое я узнаю, так это то же самое Великое княжество, которое мы очень хорошо знаем, но с другой стороны. То есть другую перспективу дает на ту же самую историю, которую я хорошо знаю как литовец. Да, это первый элемент, который есть позитивный. Другой, может, еще более важный элемент, это то, что я через вашу интерпретацию общего нашего прошлого, я лучше познаю вас, как нацию, да, потому что вы пишете, вы рефлектируете, думаете, вы пишете со своей стороны, да, со своей национальной. И эта интерпретация не очень много говорит про вас, кто вы такие, да, кто эти наши соседи, с которыми мы жили вместе с 13 века. И третья вещь, которая тоже из этого получается, есть то, что я больше узнаю про самого себя, то есть саморефлексия начинается. Почему мы, литовцы, именно так пишем про прошлое, а белорусы иначе, да? И начинаю думать про себя. Почему мы так пишем про Миндога, почему про Витольда, почему отстраиваем палац великих князей в Вильнюсе и так далее, и так далее. То есть три такие пункты, которые очень много дают нам самим, да, из-за того, что у нас более тесные контакты с белорусами, из-за того, что мы пытаемся слушать их, да, понять их. Ну, наколькі мне вядома, не ўсе літоўскія гісторыкі, асабліва не гісторыкі, а нейкія так актывісты, скажем, не вельмі добра ставяцца да такой вашай актыўнасці ў гэтым накірунку і іх хутчэй хацелі б, скажем, не дзяліць гісторыю. Гэта наша, все літоўскае княства наша. І тут Рустис Комунтавичус, нібыта не зусім у трендзе літоўскай сённяшняй ментальнасці. Да, я далеко не в тренде. И вообще такие, как я, и их есть в Литве далеко не один, да, в Литве, которые так пробуем говорить или что-то в эту сторону. Да, и я думаю, что это натурально. Есть такой взгляд, что мы правы, а соседи не правы, что наша интерпретация она правильная. А соседи это более натурально, чем смотреть критически, чем заниматься саморефлексией и похожие вещи. Почему? Потому что история в нашей части Европы, она составляет очень важную часть нашего идентитета. Самовызначение, да, саморазумение. Кто мы такие. Если ты меняешь историю, взгляд на прошлое, тогда ты меняешь идентитет. Один только пример, да, посмотрите на деньги. Да, когда у нас были литы, еще кто-то помнит, но тогда на 100 литов в банкноте мы положили Даукантеса. Даукантес написал первую историю Литвы на литовском языке. Эти два компонента, литовский язык и история, они очень важны для нас. И тогда, с другой стороны, когда мы видим, что вы сейчас нарисовали на 100 рублей,
тогда, конечно, уже вот и начинаются эти вот конфликты, недоразумения. Потому что более натурально иметь одну правду. Да? В школах же учат Ну одну от правду. як її знайсці гэту одну праўду? Вось мне калісьці спадабалася ваше разважанне пра тое, што беларусы ведаюць, адкуль пачалася Літва з каранацыі вялікага караля Міндаўга, а літоўцы ведаюць дату, калі гэта пачалося, пры гэтым не прызнаючы месца, адкуль гэта пайшло. Мы лічым, што з Наваградку, а літоўцы, напэўна, да сённяшняга дня думаюць, што з Кернавы. Ну, да, это один из таких каламбуров, конечно, их очень много в нашей общей истории, да, что вот Литва знает точно, когда был коронован Миндог, если так уже точно, да. Можете называть нашего Миндауга своим Миндаугом. 6 июля, да, вот конкретная очень дата, конкретный день, это государственный праздник даже сегодня. Но мы не знаем, где он был коронован, да, это вот в литовской историографии вообще, ну, нету точного места, даже не Кернавен, но вообще мы не знаем. А у вас наоборот, и это точно, вот в Беларуси не знает этого точного дня, да, в учебниках его нету, но зато в Беларуси каждый ребенок знает, где он был коронован. Да? Ну, на жаль, перабольшвання кожны дзіцёнак у нас не ведае гэтага, бо у нас вельмі дрэннае выкладанне гісторыі у адрозненне да, от все вас. равно, то есть пропорции, они вот так вот расходятся. Но все равно у вас намного больше, несравнимо больше людей знают про Новогруда, как первую столицу Великого княжества Литовского. У нас, если ты не вывешишь флага в этот день, тебе штраф будет. Да? Ну и все. Ну, значит, вот так вот поделились. Но, а так вот, если уже так очень коротко, так я скажу так. Если бы было бы возможно написать правильную историю, вот где была бы одна правда, объективная и все хорошо, тогда бы написали вот одну книжку, которая бы называлась «История Великого княжества Литовского», тогда бы никто не писал никогда уже никакого варианта. А вы лічыце гэта магчыма ўвогуле? Нет, так и говорю, такой книжки нету, ее в принципе не может быть. Русціс, а ці можна знайсці у гісторыі такія моманты, калі лёсы нашых народаў, ну, вельмі разышліся, і таму вось адрознасць літоўцаў сённяшніх ад беларусаў сённяшніх, ну, вось яна стала такой, як мы зараз яе бачым. Калі гэта адбылося? Бо, скажем, ну, мне так падаецца, дзесьці у стагоддзі 16-м, яшчэ 17-м, ну, такой адрознасці не было. Ну, у нас есть очень, в принципе, мы очень разные, потому что у нас разные языки. И язык — это мировоззрение, это, да, не только слова и там, и структуры какие-то зданий, но это другое мировоззрение. Язык очень важный, да, очень есть важная вещь. И это, то есть мы с самого начала были разные, очень разные. Ну, потым быў перыяд, калі мы трохі перакрыжоўваліся, і нават была такая ўзаемная асіміляцыя. Нет, эта ассимиляция была в одни ворота. Да? То есть если создавались общие браки между литовцами и белорусами, тогда их дети начинали говорить на славянских языках, или это тутейский, или белорусский, или польский. Да? И эта ассимиляция она длилась почти до Первой мировой войны. То есть литовцы пропадали. Только после Первой мировой войны, когда литовцы создали свое государство, белорусам не удалось, и когда первый раз в истории появилась граница между нами, да, первый раз в истории, да, вот это после Первой мировой войны, тогда, то есть вот тогда литовцы только поняли, что они не такие уж и плохие, чем соседи, да, вот эти вот какие-то вот комплексы, они начали уходить, и у нас появилось свое литовское государство. Бок, ось мова, про якую вы узгадали, да, адрознасць мовы, як такі арганічны, такі вельмі фундаментальны фактор. І другое тады приходится признать дзяржаўнасць. Да, Калі да. нема дзяржаўнасці, нема шансаў. Да, то есть отдельно, понимаете, до этого времени у нас было общее. Когда спрашивали, вот как ты себя идентифицируешь как литовцы после второго восстания 1863 года,
так эти вот восстанцы отвечали, что литовец есть тот, который любит свободу и шанует третий статут. То есть никакой вот лингвистической, да, такой вот параметра лингвистического не было. То есть язык был неважный. И всегда во времена Великого княжества Литовского язык не был такой важный, как он стал в 20 веке. Только после Первой мировой войны вот литовская государственность, она уже связана есть с языком. Это как Чеслав Милош очень хорошо говорил, да, лауреат Нобелевской премии из Литвы, да, который единственный мы такого имеем. Он так прямо и говорил, после Первой мировой войны литовское государство родилось как филологический продукт. Вот, и отсюда начинается вот эта вот разница между, очень сильная уже, да, когда мы почти ничего общего не видим с белорусами. Еще если вот когда белорусам еще не удалось создать своего государства, то тогда, а мы писали в это время как раз свою историю, да, и вот был один из аргументов не видеть белорусов, их считать чем-то чужим, да, ну их нет, их проглотила Советская империя. Ну, а як же ж помнікі, ось мясціны, якія вельмі значнае месца займаюць у гісторыі Літвы, нават у літоўскай версіі павінны займаць гэтае месца, да, і там, не ведаю, родовая столица Радзівілаў, и там, скажем, той самый Новоградок, Крева, Гальшана и так далее. Вся история пишется ретроспективно. То есть мы смотрим из сегодняшней ситуации на прошлое. И мы перестраиваем прошлое, чтобы оно отповедало на сегодняшнюю ситуацию, что был каким-то базисом для нашего будущего. То есть мы никогда, мы физически не можем увидеть все прошлое писать, да? Вот когда мы смотрим ретроспективно, мы вот конструируем так, чтобы было вот хорошо для этого. Поэтому мы выбрасываем то, что нам не надо всегда. Это все так делают. Да, и мы так само. Да, и это абсолютно все, это генеральная такая. И поэтому так получается, что мы в школах учимся ту же самую историю, но по-разному. Совсем разные вещи. Ну вот, знову же, я ведаю, что вы возите по Беларуси экскурсии, робите такие гістарычныя экскурсии, возите літоўцаў, показываете им спадчыну, нашу агульную спадчыну, якой зараз мы валодаем, и про якую яны могли читать у гісторыі, у кніжках. Як ставятся вось звычайныя літоўцы, не гісторыкі, да гэтых ведаў, якія им открывают? Ну так, вот тут вот есть проблема, потому что в школах почти во всей Европе с малыми исключениями учат же одну правильную историю. Да, одну правильную историю. То есть в Литве есть такое видение, что вот Великое княжество Литовское, оно больше литовское государство, да, чем там белорусское или украинское или польское. И как бы вот весь центр, все сердце, корень, да, всего этого вот государства было в сегодняшней Литве. Ну, потому что ретроспектива. Белоруссия же, они имеют это видение вот с точки зрения сегодняшней белорусской территории. Да, у них же мощь где-то там в углу, да, по сравнению с литовской интерпретацией. И поэтому, когда литовцы едут в Беларусь, то есть они видят вот это вот акценты, да, на другой территории, на других объектах. И, конечно, это странно. Это странно. Я помню, один историк, который тоже ездил с таким группой, говорил, что на конце этой экскурсии литовцы начинали плакать, да, что они отнимают нашу историю, все такое. Но мне больше интересно то, что я пробую делать. Так я этих литовцев, ну, вот те, которые со мной есть, я их делаю такие встречи с белорусами, историками, которые иногда очень искренне этим литовцам объясняют, что это именно мы украли белорусов историю. И для литовца это слышать, конечно, бывает очень такой шок. То есть, кто кого. Он тогда... Кто кого, да. Кто литовцы, белорусы, кто кого украли. обидел, да. И он, может, тогда начинает думать, да, когда белорус встает и искренне говорит, ну, посмотрите, вы взяли нашу погоню, да, вы взяли нашу всю символику, вы пишете повсюду, что это наше. И у вас уже государственность почти 100 лет, да.
А нам, мы же тоже тут были. Что нам делать, да? И когда вот так белорус с литовцами говорят, тогда что-то начинается, думаю, в головах, да? Это не значит, что мы сразу тут отдадим все, да? Но и вот такая вот критическое мышление, саморефлексия, что-то, вот познание самого себя, своего соседа, да? Что-то вот появляется у людей, они по-другому начинают смотреть и на Литву, и на Беларусь, да? И это хорошо. Ну, вось калі вы ўзгадалі ўжо беларускіх гісторыкаў, як вы ўвогуле ставіцеся да сучаснай беларускай гістарыяграфіі, да навукі? Яна падаецца вам, ну, вось гэтай такой рабаўнічай, да, што мы наступаем на тое, што ўжо літоўцы прысабечылі сабе там даўно-даўно, ці гэта сапраўды спробы выправіць нейкія хібы, спрэчныя пытанні, ці ўвогуле вы готовые до диалогу с белорусскими историками? Ну, это очень сложный такой вопрос, да. И, конечно, литовцы так генерально, так, если говорить обобщая, думаю, что они смотрят очень скептически на белорусскую историографию, что она как бы пониже, что они там со своими комплексами творят свою национальную историю, то есть на митов больше, да, то есть довольно так критически. Вот... смотрят белорусы, ну, тоже на литовцев смотрят как тоже на радикалов, у которых только одно в голове, что поднять это вот прошлое, его там зафиксировать, что это наше. То есть это вот отношения, я не думаю, что они есть нормальные. Но я такой вот нормальности, здоровости в этом вот не очень вижу. Я думаю, что вот с такой ретроспективы, думая про вот наши отношения, кажется, что белорусам Литва есть намного более интересная сегодня, чем для литовцев Беларусь. Да, то есть вы намного больше вкладываете в то, чтобы нас познать, да, вот, например, то, что делает Валерий Булгаков с проектом «Архи», да, когда он переводит столько много литовской исторической литературы, так у нас ничего похожего нету. Мы вообще не переводим белорусских историков. До сегодняшнего дня нету ни одной книжки на литовском языке, которая бы называлась «История Беларуси». Такой книги нету в Литве. Вообще ни перевода, ни... То есть, так, в общем говоря, Беларусь нам не интересна. Да? И про Миндога. Вот у вас есть в Новогруду место, где он похованный, да? Такой курган, да? А вот 2 года тому назад появилось второе место, где он похоронен. Уже в Литве. Ну, не в Литве, в Латвии. В Латвии. То есть это вот Латвия, нам вот там большой такой памятник построен там в Латгалии, недалеко от Даугавпилса. И вот там празднования большие были, вот совместные латышско-литовские, там белорусов не было, не так, ну, там белорусы пятая нога, да, но они ни при чем. То есть вот где делаются акценты, что нам интересно, вот, в какую сторону идти. И тут Беларусь в этой перспективе, она не видна никак. И вот эти конгрессы, которые были в Каунасе, они показали, да, что литовским ни интеллектуалам, ни историкам Беларусь не так интересна, как мы бы этого хотели. Да? И эта вот пропасть между Беларусью и Литвой, она только расширяется. То, что я как сейчас вижу. Да? И перспективы такие смутные, так, если так. Я не вижу, что бы нас могло сблизить. Еще добавим политическую ситуацию, границу, которая все делается все серьезнее и серьезнее. Вот, и геополитика вся. Вот, эти вот борьба за историю, она только углубляется. Можа, сапраўды, все трэба пачынаць з сябе, калі мы самі сябе не будзем цікавымі і цікавіцца тым, хто мы ёсць, адкуль мы пайшлі, адкуль наш род, то чаму нашыя суседзі павінны намі цікавіцца? Давайте цікавіцца адзін адным, тым больш, што все ж таки гэта наша агульная гісторыя. До наступных сустрэч.